Уважаемые соотечественники, мои земляки, 30 ноября 2018 года, ровно год, как я покинул территорию российского государства в связи с принятием решением Люберецкого городского суда о моем выдворении. Якобы незаконно в течение 23 лет я находился на территории российского государства. Я человек военный, прошел военную службу. Последующий я занимался по увольнению в запасе общественной деятельностью, руководил общероссийское общественное движение таджикских трудовых мигрантов, глава таджикской диаспоры, последующий стал президентом Федерации мигрантов СНГ. По просьбе многочисленных наших граждан, поступивший в мой адрес вопросов, которые также внимательно смотрят за процессами, которые проводятся в России и в Таджикистане, на основании изложенных мои заявления, иски в судебной системе Таджикистана и России, просят, чтобы я обратился к главе государства, главнокомандующему в Вооруженных силах Российской Федерации, президенту Путину Владимиру Владимировичу. Перед тем, что мне обратиться к господину Путину, личные свои благодарности ко всем нашим соотечественникам, те средства массовой информации, которые помогали в течение 12 месяцев, находясь за пределом государства Российской Федерации. Я назвал себя узником совести. Подобные слова произносили тогда еще во времена Великой Отечественной войны, Вторая мировая война, когда многомиллионные граждане Советского Союза оказались в различных канцеляриях. Они находились под подчинениями Рейха, именно фашисты, которые тогда держали людей и вывозили их с территории одного другого государства. Но в мирное время приходится мне именно употреблять данные слова. Изгнание Карамата Шарипова — это был задуманный механизм, это было в интересе отдельных лиц, они являются частью Таджикистана и России. Для них стало страшно в том, что защита граждан, которая должна проводиться со стороны государств, а тем более на уровне СНГ, перешел буквально в руки общероссийских общественных движений или общественных деятелей, которые находились на территории государства России. Уважаемые соотечественники, я неоднократно говорил, не только сегодня об этом заявляю. Те проблемы, которые были, я поставил перед руководством Таджикистана и перед руководством России, а последующие перед руководством СНГ. Это ущемление прав многомиллионных трудовых армий из СНГ, в частности Таджикистан, а больше пострадавшие являются среди этих мигрантами граждане Таджикистана, имеющие обращение в различных силовых структур России и Таджикистана, в том числе судебной системе, на период моей деятельности как руководителя, как президента Федерации мигрантов СНГ. Достаточно было для государства России и Таджикистан сделать выводы, в первую очередь разработать та концепция по защите трудовых мигрантов, если они нужны сегодняшнему российскому государству, как государство, которое сегодня является правопреемником советского государства. Но мы все были свидетелями, что в 1991 году, после распада советского государства, многие из республик, в частности Прибалтики, в частности Грузии, Украины, они выбрали самостоятельный для себя путь. А из тех государств, которые в Республике Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, Киргизии, за исключением Туркмении, Белоруссии, решили создать единый СНГ стран независимых государств. Подобные организации, которые созданы на постпространстве СНГ, бывшего советского государства, обязаны был в первую очередь при любых встречах поставить задачу, роль трудового мигранта, гражданина в первую очередь.
то, что мы не заметили. Если посмотреть на всех материалов, которые проходят на уровень стран СНГ, на уровень глав государств, абсолютно идет одно из старейших термин при разговоре президентов, товарооборот между государствами, в сравнении с прошедшими годами. Если взять товарооборот между Таджикистаном и Россией, это составляет не более 600 миллионов. Но трудовые мигранты из Таджикистана, трудящиеся на территории российского государства, более 1,5 миллиона, они приносят прибыль собственному государству до 3 миллиардов долларов США. Иногда возникает вопрос. Если 3 миллиарда долларов, которые поступают в казну государству, благодаря этих же трудовых мигрантов, а почему нам не решать единственный вопрос? Создать для них условия, которые их вполне устраивают. Единственная просьба у всех трудовых мигрантов, которые прибыли на территорию России, это правовой помощь. То, что мы занимались. Для этого мы создали сайт, tajmigrant.com. Единственный, который среди республик Средней Азии, действующий был печатный орган, это газета «Наш голос» Таджикистана. Именно благодаря нерадивых ряд представителей силовых структур России и данная газета была приостановлена путем давления. Вы много видели, когда были сюжеты. Нами показано, что даже на тех рынках, центральных рынках Москвы, когда гражданин Таджикистана свободно для себя время выбирает прочитать газету, просто ее унизили, уничтожали эти газеты, оскорбляли. Это делалось со стороны представителей ЧОП. За период 10 месяцев практически мы дали всех документов, которые относящиеся к судебной системе России. От районного, городского и дойти до областного. И есть у нас материал дела в Верховном суде. В один день 3 административные дела открываются в отношении меня и членов моей семьи. В материалах нет абсолютно слова экстремизма. Нет терроризма, нет бандитизма. Ничего не могли, кроме того, что найти, что нахождение или защита граждан со стороны общероссийского общественного движения в лице Карамата Шарипова – это опасность для нынешних силовых структур России. Вы задавайте себе вопрос, откуда происходит данная формулировка. Если Карамат Шарипов объединяет народов СНГ, и об этом докладывает руководство страны, скорее всего, данные доклады, данные обращения не доходит. Но нижестоящих силовых структур, учитывая, что единственная кормушка сегодня для всех силовых структур, поголовно могу назвать, в структуре ФСБ, НВД и в исполнении наказаний в том числе, являются трудовые мигранты. На них можно зарабатывать. Именно обращения были граждане СНГ к нам. В 2017 году более 1,5 миллиардов рублей не было оплачено со стороны работодателя только Москва. И более 1,5 миллиарда 300 миллионов Московская область. А в России не 2 региона, более 80 регионов. Если умножать мизерные суммы на другое количество регионов, то у нас заходит сумма за триллион. Куда пошли эти деньги? Вот то, что мы просили у правоохранительных органов расследовать. Работа, которая проводилась со стороны нечистоплотных правоохранительных, представителей правоохранительных органов, создавали различные митинги, различные драки на территории, места, где находились скопления наших граждан. В частности, в 2015 году, после событий Садовода, произошло деление на территории Хованского кладбища. Именно Хованский кладбище стал основным источником возможности наказания тех преступников, которые хотели совершили преступления. Были убиты граждане. Из Таджикистана снова. Тела отправлены в Таджикистан. А многие из них оказались в места отбывания наказаний. И по сегодняшний день проводится расследование. Но практически было известно лиц, которые совершили данные преступления. Оборотни в погонах МВД Российской Федерации. За свои совершенные преступления каждый должен нести ответственность, независимо от ранга. Когда это озвучено было свои слова со стороны в Общественном палате Российского государства,
Просто в тот же момент возник вопрос, что должен был делать министр МВД господин Колокольцев? Он должен был выполнять указания президента Российской Федерации господина Путина. Поэтому ему было сказано, что расследовать. И в 2017 году мы стали свидетелем того, что проходит очередная подобная, значит, сценария на территории Любинского торгового центра города Москвы. Заранее избивают гражданина Таджикистана. Заранее делается, значит, сценарий подготовки. И в этот момент, 20 сентября, когда видит народ, что нет спасения, в первую очередь, когда граждане Таджикистана обращаются к собственному посольству, господину Иману Саторовичу, к представителю МВД Таджикистана, господину Шамсуло, который также в данный момент находится в Таджикистане, господин, значит, соответственно, представитель миграционной службы Таджикистана, закрывая глаза, и также безопасность Таджикистана, были в курсе событий. В результате Навруз Каримов, пострадавший, который вторые сутки остался в больнице без сознания, по просьбе его родителей я оказался 21 числа, в ночь 20 на 21 в больнице, а не на территории рынка. Но все было сделано с одной целью. Чтобы на этом месте прибыл Карамат Шарипов, глава таджикской диаспоры, а дальнейшее доложить господину министра МВД России, что посмотрите, кто организатором всех этих событий. Но данный план был нарушен. Я каждый день убеждаюсь в главной для нашей цели. Мы сможем помочь нашим гражданам в таком маломальском количестве общественных деятелей. Мы сможем в дальнейшем развивать нашу программу уставные, которые есть, которые также приветствовал российское государство. Если подобные вещи, подобные наши спектакли происходят, соответственно, трудно будет нам. Уважаемые наши соотечественники, ваши близкие, я уверен в этом говорю, что ваши близкие, может, дальние ваши родственники, они отбывают наказание незаконно. Точнее, они не нарушили те законодательства, которые есть в России. Они просто были заказаны. Если на уровень Карамат Шарипова, посла мира, глава таджикской диаспоры, президента Федерации мигрантов, отправлено сотни документов в администрацию президента Российского государства, уполномоченный по правам, в Следственный комитет, а также в судебной системе, и эти документы исчезают, поэтому нам, и вам, и в том числе и мне приходится задать вопрос, куда мы обращаемся? Если Совет при президенте по правам человека, представитель, я не буду назвать имя, говорит, господин Карамат Шарипов, вы желательно обращайтесь в Европу. Обратите на общественную организацию, Совет по правам человека по президенту Российской Федерации. Именно в России данные вопросы не будут рассматриваться. Неоднократно в своим посланием господин Путин, президент Российской Федерации, говорил, что криминальная структура очень сложная, с ним бороться трудно. Это слова президента. Абсолютно он прав. Но были до этого, цари были, соответственно. До этого были генеральные секретари. Соответственно, потом президенты и стали сегодняшний день. Я хочу обратиться к господину Путину. Почему к господину Путину обращаюсь? Потому что на самом деле человек сегодня является лидером мирового масштаба. Страна большая. Мощнейшее государство в мире, с большими ресурсами. Населением 46 миллионов. И не исключаю, что почти 10 миллионов, те, которые выехали с территории Средней Азии, остались и стали, может быть, хотели полноправными гражданами России. Они туда поехали с надеждой. И, скорее всего, в последнее время стало больше принимать гражданство России благодаря роли господина Путина. Он мой президент также. Потому что в своей жизни я только голосовал за него, даже не за те президенты, которые избрали в Россию, не имеющие другого паспорта. Уважаемый господин Владимир Владимирович Путин, после 4 октября 2017 года, когда незаконно был изъят у меня паспорт сотрудниками миграционной службы Люберецкого района, в наглым образом, и позировали к тому, что показывали своим телефоном другим, как мы изымаем паспорт Шарипова, это все было заказано. Но несмотря на это, я считал себя законопослушным гражданином, обратился в суд
по месту совершения преступления. Я подал иск административный. 30 ноября 2018 года, вместо того, чтобы рассматривать в законном порядке мое исковое заявление, оказывается, в том территории, где Люберецкого, более 250 людей вооруженных собран, и внутри здания Люберецкого суда более 70 людей, которые называем в пиджаках. Это все оборотни в погонах. В том числе позже прибывшие двух генералов об этом месте видео. Какова цель была и задача? И в этот же день, когда судья в закрытом виде объявляет рассмотрение административных исков, присутствие общественных адвокатов становится сегодня очевидно, куда мы все катимся, и с чем мы боимся. Хочу обратиться к вам, господин Валерий Владимирович, по такому сложному вопросу. Распад советского государства дал возможность Россию говорить о самом главном, правопреемникам государства Советского Союза. В соответствии государств, которые были в составе СССР. Но это понятно было, что фраза была с одной целью. Чтобы в мировом сообществе есть государства, которые имеют ядерное оружие. В частности, Советский Союз. Но данное оружие было размещено на территории и Беларуси, и Украины, частично в Казахстане и в России. И поэтому правопреемникам ответственность за ядерное оружие должно было нести советское государство вместо них Российской Федерации. Тогда же президент Борис Николаевич Ельцин брал такую ответственность на себя и назначил себя правопреемником. Мне иногда приходит в голову мысли, что означает себе правопреемник? А что будет с судьбами людей? Судьбы миллионов людей, которые просто решили остаться и быть со своим братом, русским человеком, русским Иваном, Николаем, Сергеем рядом. То, что мы вместе с вами провели в вооруженных силах долгое время службы. Мы вместе находились с 1986 года по 1991 года я лично на территории, вначале группа Советского ВОЗ Германии ГСВГ, а последующая западная группа ВОЗ на территории Германии. Жили мы через дорогу. Именно жили офицеры пехоты. На обратной стороне жили, соответственно, контрразведчики и разведчики. Там же вы были. Это город Лейпциг, это Карл-Маркстадт, последующий Турбо, последующий Форцина. Это те города, которые я проходил, и моя семья уже была там с моим ребенком. Но разница была другого в условиях жизни. Те офицеры, которые были в пехотах, или жили в танковых войсках, так, других ракетных войсках, условий не были. Вы об этом прекрасно знаете. Мы доступ не имели даже выехать. Но это была задача наша. Это было выполнение боевой задачи, поставленной перед нами Советское государство, Центральным комитетом и Генеральным штабом. И были директивы Генштаба. Как получалось, что сегодня люди, которые могут в открытой форме, даже не проходящие один день военную службу, могут тыкать человека в военной форме. Показать пальцем, что это ты не тот. А в конце концов даже говорит, что вы прибыли из другой государства, вы для нас чужие. Но это происходит ежедневно. Мы это все видим. Мое обращение к вам, господин Путин, говорит еще о том, что то, что происходит в сегодняшнем мире, вы лучше знаете, чем любой человек, который из числа президентов мирового сообщества. Но зло в том, что сегодня, оказывается, деньги играют глобальную роль. Я не хотел, чтобы мои соотечественники, они также являются вашими соотечественниками, находясь на территории России, оказались в таком трудном положении. Я хочу в одном, что если вы лично возьмете расследование и проверите правдивость данного заговора, то вы еще раз убедитесь, что настолько много количества оборотней наших в погонах, они не хотят видеть стабильность российского государства. Вы сами настолько коррумпированная система судебная наша. Но вы же неоднократно, даже при встрече господина Трампа, что а разве есть суды в Америке? Так в ответ он вам сказал, есть судебная система в России? Вы сказали да. Если у нас все зависит от судебной системы, я хотел бы посмотреть на тех материалов, которые предоставлены моим адвокатам в различных инстанциях, вплоть до Верховного суда Российского государства. Они даже не были открыты. Даже никто их не пролистал. Ни одну страницу не прочитал. Запрет адвоката во время заседания суда.
Вот это все запреты во время заседания суда, еще раз говорят, что мы наступили на самое главное, на демократическое преобразование нашего российского государства. И напоследок. Уважаемый главнокомандующий президент Российской Федерации, изъятие паспорта, если все возложено не на президента, тогда, скорее всего, на суд. Но в Конституции написано так же. Только президент имеет право освободить человека от гражданства. А как так происходит? Получается, все граждане СНГ, в том числе военные, которые прошли военную службу, без каких-то перерывов на территории России, последующие до этого советского государства, они незаконно получили паспорта. Может, об этом надо уже говорить, объявить, те, которые может в любое время пострадавшими стать. Вы проводите ежегодно диалог с народом. К вам обращаются различные пострадавшие. Вы отвечаете, вы выполняете. И говорите, указания даете, чтобы этот вопрос решился. Я также хочу, что лично, ваша администрация, изучал данный материал. И поставил окончательную точку для всего нашего народа, российского народа. И те люди, которые не проживают на территории России, но любят русского народа, поставить справедливую точку. Эта справедливая точка может оказаться для всех нас самой счастливой датой. Уважаемый Владимир Владимирович, я являюсь сыном участника Великой Отечественной войны. За освобождение Смоленска воевал мой отец. И там похоронил своего собственного брата, моего дяди. И в 1991 году я был в западной группе войск Германии. По просьбе отца переведен в Туркестанский военный округ. Я лично написал заявление на имя депутата Верховного Совета СССР господина Тихонова. Человек, который очень много для Таджикистана делал, в частности, его инициатива была строительство Рагунского ГЭСа. Я лично с ним встретился. Удовлетворили мою просьбу в связи с тем, что отца уже было за 80 лет. Необходимо надо было ухаживать. Но я попал на территорию Таджикистана, но это все относится к войскам советского нашего государства. Это говорю я почему? Потому что на территории Таджикистана также похоронено много русскоязычных, даже русских их родителей. Они же могут в любое время приехать посещать. Я не видел ни одного документа, что Таджикистан депортировал русского или русскоязычного. Если нынешняя система, нынешнее законодательство России запрещает миллионов граждан из СНГ, которые не по своей вине их родители оказались в России, там похоронены или погибли, посещать их могилу, почему не делать хотя бы жест доброй воли? Принять закон, что по отношению к этим внукам, им детям, подобные меры как запрет было снято. Да, я военный пенсионер. Я получал пенсию. У меня семья. У меня внуки. Я мог так остаться в России. Я себя молча вел. Я мог же так же, как все остальные офицеры, которые... Я к ним обратился, есть обращение от них. Они также в шоке. Почему такие меры предпринимаются против не военного человека, а против тех граждан, которые очень много сделаны на постпространстве советского государства. Надеюсь, что голос у меня был слушан. Я также буду готовить на имя господина Бастрыкина Следственный комитет видео свои обращения, касаются тех нарушений, которые было сделано со стороны представителей правоохранительных органов, не только по отношению к Аромату Шарипову, а по тем документам, которые вот собраны только в Душанбе, в Таджикистане у нас, достаточно их очень много, и в России более 100 томов. Я хочу, чтобы это все расследовалось, что люди поняли, за что их наказывали, за что они и сегодня сидят в различных местах, отбывая наказание, не совершившие преступления. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы есть. Я надеюсь, что вы мудрый человек.
и, соответственно, примите те меры, которые будут направлены на благо наших народов Таджикистана и России, а в частности странам Содружества.